Hey yo, бәріне сәлемдер, сіздермен бірге Манс. Бүгін дейтін біздер Мистер Бистке реакция түсіретін боламыз. Достар, сіздер дейтін лайк басып, подписка жасап, сосын колокольчикті басып, комментарияны толтырып кетіңіздер. Өтінен толтырып кетіңіздер. Өткен дейтін маған қызық болады. Сосын дейтін маған ол видеоларға керек болады. Сол комментарий жазып кетіңіздер. Хоть комментарий жазып кетіңіздер, достар. Вот. Ал біздер бастаймыз. На этой железной дороге стоит Ламборгини за $250 000. Так, достар, күте тұрыңыздар. Так, жарайды, достар. Прямо на нее несется огромный поезд. Так, мынау Ламборгини где-то 3 немесе 2 миллион доллар тұрады екен. Но перед столкновением я подарю это Ламборгини Блейку. Спасибо. Блейк. А помимо поезда, я также попрошу этих 8 солдат выпустить 10 000 пуль. Ман оқты Ламборгиниге атады. В твою ламбу. Это самое страшное, что я видел. Да, это будет весело. И у тебя ровно сутки на постройку чего? Достар, сіздер орысша білетін шығарсыздар. Мына Ламборгинини қорғау үшін 24 сағаты бар екен. Годно, чтобы защитить твою ламбу от пуль. Время пошло. Окей, первая линия обороны. Стена из шлакоблоков. Затем пару грузовых контейнеров с холодильниками, а потом стена из машин, чтобы блокировать пули. Думаешь, этого хватит, чтобы остановить 10 000 пуль? Думаю, да, Джимми. Окей, но пока тут пусто. Приступай к постройке. Блейк сразу же поехал в 3 магазина, где я дал ему свою кредитную карту, и он потратил 78 000 на расходники. А так как я не хочу утомлять вас этим, то перейдем к моменту, когда все было доставлено. Начинает поступать первая партия материалов. Боже мой, не могу поверить, что это все купил. И это еще не все, чувак. У него водовозка, привезли машины со свалки, тут грузовой контейнер. Как он столько всего раздобыл? Это безумие. Не парьтесь, парнях с пулеметами. Просто представьте, что их там нет. Да, я даже не знаю, что они там делают. Прошло 5 часов, и контейнер вот-вот станет первой линией обороны на пути 10 000 пуль. Ладно, думаю, достаточно. Да, супер. Как думаете, грузовые контейнеры остановят пули? Ни в коем случае. Мистер Бист айтты. Сіздер білетін шығарсыздар, бірақ сериалны білмейтін адамдар бар шығар. Короче, мистер Бист мына оқтар дейтін Ламборгинини қорғай ала ма? Жоқ дейді мына адам. Значит, пока дела у него плохи. Да, ситуация у него так себе. О боже, прошло примерно 6 часов. Ты доволен прогрессом? Очень доволен. Уверен? Не был, пока не поставили эту штуку, но теперь, чувак, я очень доволен. Я спросил их, остановит ли это пули, и мне сказали нет. Поняв это, Блейку пришлось выложиться по полной. Он работал не только ночью. Сюда, мистер Шпалы. Класс. Да, хорошо. Очень хорошо. Но и следующим утром улучшая свою оборону. Чувак, он загружает в контейнер минивэн и гигантскую трубу. И увидев все это в сборе, я, честно говоря, был впечатлен. Расскажи мне о том, что ты построил. Спереди я положил целую кучу бетона. Самая высокая часть стены в центре, чтобы блокировать пулеметы с вышек, потому что они большие и страшные. Также тут все мои тачки, контейнеры и баки с водой. А если мы подойдем сюда, то увидим его ламбу, спрятанную посреди всего этого. Там хорошо и уютно. Как думаешь, все это остановит пули? Думаю, да. Я думаю, у тебя 50% шанс выжить. Шансов лучше у меня не было, так И что... прежде чем я попрошу их выстрелить 10 000 раз, подойдем к Ламборгини. Ты соревнуешься не только за эту Ламборгини, но и за 100 000... Ламборгини ғана емес, 100 000 доллар алу керек қой, еще, ё-моё. 6 секунд алды. $1000. Что? Да, сэр. Да, это очень круто. Этого хватит, чтобы покрыть страховку. 24 часа истекли! 8 громил! 10 000 пуль против всего, что построил Блейк. Ты готов? Просто начни уже, я паникую. К бою готовы. Открываем огонь по команде, Джимми. Сэр, открыть огонь. Вас понял. Готовы? 1, 2, 3. О, боже! Они расстреливают его крепость. Боже мой! Это безумие! Они уже пробивают центральную часть. О боже. Стены Блейка сейчас рушатся.
не в курсе, что эти пушки лишь первый из 4 этапов, которые мы придумали, чтобы уничтожить эту Ламборгини. Или, если точнее, то, что от нее останется. Они достали ручные пулеметы. Мықты пулеметтер Оу! Она прям плавится! Шлакоблоки падают! Достаточно одной пули, чтобы пробить стены и попасть в его ламбу! О мой бог! Это последние пули. 10 тысяч! Все чисто? Бежим! Прошу, живи! Прошу, живи! Как она? Она цела, детка! 10 тысяч выстрелов и ни одного В попадания. твоей ламбе нет пулевых отверстий. Если вы еще не знаете, кто такой Блейк, то это участник 2 предыдущих видео. Но сегодня он вернулся для 3-й и последней попытки выиграть главный приз. Готов ли ты ко второму этапу? Видишь гигантский кран на подходе? Большая желтая штука, как нефтяная вышка. Это второй этап. Этот кран поднимет твою машину на 30 метров, а через 24... 30 метрге көтереді екен, сосын 24 сағаттан кейін астыға лақтырады екен. Сіздер оның орнында не істейтін едіңіздер, соны комментария жазып кетіңіздерші, маған қызық. часа уронит ее, и ты должен поймать ее так, чтобы она уцелела. Серьезно? Да. Хорошо, подгоните его сюда. А пока мы готовили первый в мире 30-метровый полет Ламборгини, вот и твоя Ламборгини, Блейк. Блейк начал разрабатывать стратегию того, как ее поймать. Я не знаю, что мне Чендлер, делать. подойди сюда. Да, я здесь. Как бы ты остановил ее падение? Собираешь все подушки в городе. Шаг второй. Собираешь все матрасы. Дальше одеяло. Ты застилаешь огромную кровать. Затем выпей стакан теплого Ладно, молока. стоп, ты мешаешь. Блейк, твори волшебство. Мне конец. Итак, ребята, у меня есть хорошие и плохие новости. Мы прошли первый день с блеском. Плохая новость. Ламборгини висит в воздухе. Окей. Итак, у кого-то есть идея? Ну, то есть, что думаете? Надувные замки? Надувные замки. На самом деле не так уж и плохо, потому что... Совсем неплохо, правда? Вдохновившись мудростью строителя, Блейк разработал свой генеральный план. Я хочу расположить контейнеры в форме квадрата вокруг места приземления. Я смогу заполнить квадрат надувными матрасами, подушками, пузырчатой пленкой, а сверху надувными замками. Самая большая проблема в том, что у меня нет материалов. Все, что я купил, это твердый бетон или металл. Ничего из этого я не смогу использовать на второй день. У меня нет абсолютно ничего. Блейк отправил свою команду скупать все подушки и надувные матрасы в городе. И несмотря на недосып, он принялся за работу. Я уже в той стадии, когда хочется сказать: стоп, зачем я это делаю? Ах да, точно. Я соревнуюсь за Ламборгини, которая сейчас парит в небе. К моменту, когда привезли материалы, Блейк бодрствовал уже больше суток и отчаянно нуждался во Я сне. постараюсь немного поспать, но сейчас уже 4 утра. А поскольку Блейк был очень измотан, он проспал гораздо дольше, чем планировал. Блейк! Он серьезно? Что это? У него тут матрасы, подушки и одеяло. Но ему не хватает теплого молока. Да, точно, это ключ ко всему. Где Блейк? Говорят, что он спит. Да ладно тебе. К тому времени, когда Блейк прибыл на место, было уже очень поздно. Вот подъехал пикап Блейка. Ладно, нужно приступать. Давай. Ладно, посмотрим, на что это похоже. О, это надувной замок работает как большая коробка. Так что, может быть, положим эту штуку в центр, а потом начнем надувать ее? Осталось всего 4,5 часа, и дела у Блейка так себе. Не думаю, что его шанс поймать ламбу выше 10%. Даже если поймает, то поезд он потом точно не остановит. Начните заполнять края, чтоб стало повыше и закрыло эту стену. За оставшиеся пару часов Блейк сделал все, что мог, заполнив оставшуюся часть ямы картонными коробками и пузырчатой пленкой. Дело идет к развязке. Чендлер, сколько времени осталось? 1 час. Блейку крышка. У меня осталось немного пузырчатой пленки. Думаю, я поднимусь на эту штуку, заверну в нее свою детку, и все будет в порядке. Это определенно поможет. Остаток времени Блейк провел на кране, безуспешно пытаясь обернуть тачку пупыркой. Это точно не Ты сработает. знаешь, который час? Что? Час бросать машину! Сбросим эту детку. Так, достар, Выглядит величественно. Блейк, как думаешь, ламба выживет?
Я уверен, Джимми. Он более уверен, чем я. Я уверен в этом. Я скупил все надувные матрасы в Walmart. И если это не поможет, то не знаю, что поможет. Я сделал все, что мог. Вот плитка Фистаблс, Блейк. О, спасибо, мистер Даже Джимми. если ты потеряешь тачку, у тебя хотя бы останется хороший шоколад. Он продается в Walmart. Обязательно попробуйте новую плитку. Мне интересно, как она вам. Ну так вот, у тебя 3 надувных замка, 150 матрасов. Сколько подушек? 150. 150 подушек и 2000 картонных коробок. Остановит ли это падение Ламборгини? Да! Да! Это 2 да. Окей. Сутки работы. Все висит на волоске. В прямом смысле. 3, 2, 1. Сбросить Ламборгини! Рикош. Ай-бай. Так, бежим. Звучало не очень хорошо. Будь цела. Прошу, будь цела. Прошу, будь цела. Итак, он сдвигает контейнер с дороги. Ни за что не поверю, что ты поймал ламбу. Уберите коробки. Что? Сейчас узнаем, насколько она повреждена. Фары работают. Фары работают. Да, возможно, замок принцессы спас машину. Момент истины. Возможно, ты первый человек в истории, поймавший Ламборгини. Если заведется. Ладно, поехали. Погнали, погнали. Не могу поверить! Все хорошо, за исключением трещинки на бампере. Как нам сообщил официальный оценщик, это снизит цену ламбы Блейка на, думаю, штук 10. Большое спасибо. Спасибо за хорошие новости. Сейчас самое время упомянуть, что третий этап – это пылающие машины. А теперь вернем самый страшный кошмар Блейка. Мы воссоздали испытания пылающими авто, которые в прошлый раз лишили Блейка всего. Вау, это удар ниже пояса. Но раз он уже делал это раньше, мы поднимем ставки, сбросим в 2 раза больше машин, чем до этого. Так, Увидимся это- завтра. Я многое докажу. Ай-бай. День искупления! Остаток ночи Блейк провел, разбирая свою линию защиты второго этапа. И Уртинги хорошо машина выспавшись, Жуганда он был Лакрати. готов защищаться в третьем. Сейчас 8 утра. Только встали. Сегодня у нас много работы, так что Хорошо. начнем. Вот план на третий день. Я собираюсь вырезать дно грузового контейнера и опущу его прямо на машину. Затем возьму еще 2 контейнера и прислоню их прямо над местом, где стоит машина. И самое главное, на этот раз ничего огнеопасного. Как думаете, это отклонит машины? Да, сэр. Я думал, что вы скажете нет. Затем Блейк попросил команду убрать все деревянные элементы в контейнере, ведь именно это стало причиной его прошлой неудачи. Затем они вырезали дно контейнера, в котором будет стоять Ламборгини. Контейнер может нанести большой ущерб. Полностью ее раздавить? Да. Может? Думаю, да, он весит очень много. После этого Блейку нужно только аккуратно опустить контейнер на Ламборгини, не повредив ее. Одна царапина может стоить $1000. Отлично, вот так. Он вот-вот поцарапает машину. Уберите пальцы. сантиметров. Мы опускаем. Я не могу в это поверить. Затем мы соединим эти контейнеры вместе, чтобы получилась буква «Л». Что если туда упадет машина? Да, это возможно, чувак. Вот почему сверху мы поставим эту острую штуку. Думаешь, это сможет отклонить машину? На 100%. Осталось 20 минут, и мы увидим, пропадет ли это Ламборгини, как те $500 000. И, как обычно, Блейк использовал каждую секунду. 3, 2, 1. Не совсем понятно, зачем тут эта земля. Время вышло. Нет. Увидим, пройдешь ли ты в отличие от прошлого раза. Третий этап. Искупление! Блейк, ты потерял 500 штук именно в этом испытании. Как ощущение? Я очень уверен в себе. Думаю, зрители хотят знать одно. Ты положил внутрь дерева, как в прошлый раз? Немного. Нет, я просто шучу. Там нет дерева. Это была одна из самых больших ошибок в моей жизни. Момент истины! Заходи. 3 грузовых контейнера, куча земли, бетон, странное подобие остроконечной крыши против 10 пылающих машин. Ты готов? Давай, чувак. Поджигайте! Станет ли Блейк на шаг ближе к тому, чтобы уйти с новой Ламборгини, заполненной сотней тысяч долларов, или проиграет и уйдет домой ни с чем? Сейчас мы это узнаем. 3, 2, Бэм. 1, бросай! Ух. О! О, О! Формация. этого ты не Мне хотел. кажется, что именно этого он и не хотел. Нет, нет. О, нет. Тебе все еще хорошо? Не так хорошо. Да, это мне о чем-то напоминает. Тебе о чем-то напоминает? Ну что, готов к Сделаем следующему? это. Сделаем это. Бросайте.
Боже мой! Похоже, крыша уже прогибается. И на случай, если Блейк, как и ранее, проиграет пылающим машинам, я расскажу вам о новом удивительном телефоне. То, на что вы сейчас смотрите, это новый Samsung Galaxy S24 Ultra. Он может записывать замедленное видео в 4К. Камера здесь просто нечто. Мы примерно в 60 метрах, и сейчас ночь. И взгляните-ка, кристально чисто. Давай, бросай. О, больно смотреть. В нем также много новых функций Galaxy AI. Например, фотопомощник. Помните прошлый этап, когда у лампы треснул бампер? Можно просто обвести вот так, а потом просто жмешь на кнопку «Стереть», и все. Бампер починен. У меня новая машина для фотографий, да. Как будете готовы? В телефоне также есть поиск Circle to Search от Google. С ним находить информацию очень легко. В прошлом видео это очень помогло бы Блейку, зная он о горючести деревянных шпал. Ему следовало просто удержать кнопку «Домой», выделить шпалы и спросить: это огнеопасно? Как видим, железнодорожные шпалы хорошо горят. Ты бы узнал ответ мгновенно. Хотя я бы мог сказать. Телефон меня очень впечатлил. И думаю, впечатлит и вас. Переходите на samsung.com по ссылке в описании или сканируйте QR-код, чтобы убедиться лично. Бросим следующую тачку. Төрт машина. Мы бросали машину за машиной. С каждым разом Блейк все больше нервничал. Но мы также заметили, что удары начали повреждать сам контейнер. Нижний контейнер прогибается. В этот момент контейнер, защищающий лампу, был смят весом и жаром автомобилей. Я думал об этом каждый день с того самого прошлого раза. Настало время последнего автомобиля! Да! Упади! Упади! О, нет! Бро, там, наверное, 1000 градусов. Твоя тачка, наверное, сейчас плавится. Мы взяли огнетушитель. Почему-то он очень быстро бегает. Будь осторожен, Блейк! Я иду! Как она? В порядке! Она в порядке! Да! Ну как вам? Сбрось мы еще одну машину. Контейнер бы обрушился. Ты остановил 10 000 пуль. Легко. Ты поймал машину в воздухе. Теперь ты отклонил 10 пылающих машин. Настало время 4-го этапа. Привезите поезд! Итак, время пошло. Нужно идти. Поезд. Удачи на 4-м этапе. С Богом. Куда он вообще бежит? Блейк знал, что поезд окажется самой серьезной угрозой, поэтому он не терял времени даром. Думаю, проще всего будет пустить поезд под откос. Именно это я и попытался сделать. Все эти шпалы плотно прилегают друг к другу, и они пройдут под поездом. Поезд врежется в них, и если я повторяю это еще 100 раз, поезд вряд ли устоит. В прошлом ролике шпалы стоили мне победы. На этот раз они меня спасут. Нужно увести его от рельса всего сантиметров на 5, и я выиграл. Но 5 сантиметров это много. Ты прав. А потом, когда все будет готово, я положу сверху бетон. Думаю, это сработает, чувак. Я думаю, это сработает. Блейк работал со своей командой всю ночь. И когда я появился на следующее утро, стало ясно, что это испытание не прошло для него даром. Как дела, Джимбо? Что случилось с твоим голосом? Я тут типа помираю. Как вы знаете, в этом видео он потерял 250 000. $500 000 в этом видео. Думаю, Блейк устал проигрывать. У него целая армия, работающая на пределе. Сейчас они складывают тачки из 3-го этапа на железнодорожные пути. Но время все еще шло, и чтобы остановить поезд и забрать свою ламбу, Блейк стал класть на рельсы все больше объектов. Например, грузовые контейнеры, матрасы, чтобы смягчить удар. Блейк много работал, теперь я в его команде. И баки с водой. Блейк, похоже, и правда знает, что делает. Жаль, что осталось всего 11 минут. Блейк сделал все возможное, чтобы успеть возвести конструкцию вовремя. И она, правда, стала выглядеть впечатляюще. Вот оно! Эй! Последний рывок! 1. Последняя Да. линия обороны. Время вышло! Стоп! Вот. Глуши! Глуши! Время официально вышло! Боже мой. Блейк, ты каким-то образом использовал все ресурсы из прошлых этапов. Грузовые контейнеры из 1-го, матрасы из 2-го и даже пылающие тачки из 3-го. Посмотрим, уедешь ли ты домой на ламбе или я подвезу тебя к твоему дому. Пригони этот поезд, чувак. Давай, давай. Прежде чем начать таранить, нужно отвести поезд назад. Надо отъехать очень далеко, так поезд наберет большую скорость, прежде чем врезаться. Как тебе, хорошая идея? Нет, это звучит ужасно. Скажи честно, Блейк, как думаешь, твоя ламба выживет? Боже, Джимми, я И, надеюсь. конечно, мы были обязаны нанести на поезд лого Feastables. Это лучший шоколад в мире. Сделайте одолжение и попробуйте новый рецепт. Ну а пока, самый важный момент в жизни Блейка. Выиграет ли он Ламборгини? Блейк, есть что сказать напоследок? Ну, заряжайте. Отправьте поезд.
Вот и он! О, боже! Боже мой! Боже мой! Он едет! Перед ударом он наберет скорость 56 километров в час. Чувак, он так быстро едет! Он зайдет здесь! Бір он зайдет сағаттың здесь! ішінде 56 километр Стоило ли все это того? жүреді. Оу. Так, Китай. Погоди! Тоқтады. Я не видел никого счастливее. Ты его столкнул! О, боже! Боже мой! Я сделал это! Это твоя новая Ламборгини, Блейк? Он не только выиграл Ламборгини, но и получил эти деньги. Поздравляю! Знаешь, как лучше всего закончить это видео, Блейк? Пойти в Walmart и купить Фистивалс. Это лучший и самый вкусный шоколад на планете. Бог любит троицу. До скорого, ребята! Так, достар. Біздер, короче, аяқтайтын боламыз. Просмотр үшін рахмет. Қарағандарың үшін. Бәріңізге сау болыңыздар. Пока деп. Сау болыңыздар.